Здравствуйте, меня зовут Ксения Георгия, я социальный педагог, руководитель опорного центра и Довирумовского центра профессионального образования и председатель Союза родителей языкового погружения. Ксения, расскажите, как родители могут помочь своим детям в использовании эстонского языка? Ну, конечно, мы понимаем, что время вне школы и изучение языка не ограничивается только стенами учебного заведения. И в свободное время мы можем посвятить тому, что в мягкой форме, интересно и играючи, повторять и закреплять то, что мы изучили в школе. Самый эффективный способ – это естественная среда для ребенка. Кружки по интересам на эстонском языке. В летние или другие каникулы это могут быть лагеря, на выходных воскресные школы. В свободное время прогулки и общение со сверстниками, кто общается на том языке, который мы изучаем. Но мы прекрасно понимаем, что далеко не у всех есть такая возможность. Как же тогда создать естественную языковую среду? Наверное, очень много зависит от желания самого родителя. И в первую очередь мы должны сделать использование языка естественным и чтобы он был на слуху. Ну, начну с банальностей. Мультфильмы, песни, игры, которые в телефонах, обучающие игрушки в телефонах, планшетах, на компьютере. Сейчас, конечно, меня сразу закритикуют за это, но тем не менее мы можем все это использовать для изучения языка. Самые примеры, которые мы приводим чаще всего, lasteekran.ee портал. Там большой выбор мультфильмов, фильмов, передач на абсолютно разный возраст, и все они на эстонском языке. Также там есть развивающие игры, викторины, которые позволят изучать язык. Из YouTube-каналов, например, Ляля канал, где обучающий эстонскому языку видео. Песни — это Лулала канал. Или же на сайте laulut.ee можно скачать тексты всех популярных эстонских детских песенок и вместе с ребенком изучать то, что он учит, например, в садике или школе, и петь эти песни вместе. Это поможет и тем родителям, кто плохо владеет эстонским языком, чтобы самому развивать собственную речь. Создайте среду вокруг себя, список покупок на эстонском языке, список дел на эстонском языке. Ну, если очень плохое владение языком у ребенка, можно подкрепить это визуальными картинками тоже. Провоцируйте ребенка использовать язык в повседневной жизни. Если возраст позволяет, пусть он сделает покупки в магазине сам на эстонском языке, спросит дорогу, куда пройти на эстонском языке. Но дети любят играть. Может быть, и такую возможность можно использовать? Да, обязательно. Опять же, это очень популярный наш совет. Сделайте изучение языка не самоцелью, сделайте это возможностью проведения качественного совместного времени с ребенком. Настольные игры подойдут, в принципе, практически любые, только берите их именно на эстонском языке. Это Scrabble, Memory, Double. Самое популярное, наверное, для изучения языка остается Alias, Тик-так-бум. Любые эти варианты, 5 секунд. Это все позволяет закрепить и вспомнить, и повторить весь тот словарный запас, который у ребенка уже есть. Если нету купленных игр уже, можно использовать такие... Вспомните все то, во что мы играли в свое детство, когда у нас не было такого выбора готовых игр. Это слова, кто больше составит коротких слов из длинного. Это рифмы, ассоциации, испорченный телефон. Подвижные игры любят дети. Прыгаем на скакалке и повторяем в это время какую-то эстоноязычную считалочку. Ритм, повтор, мы выучиваем новые слова и запоминаем их. Игры с мячом. Помните, ну все играли в детстве. Я знаю 5 цветов, животных, домашних животных, деревьев. Это все активизирует память и заставляет вспоминать и закреплять словарный запас. А насколько важен личный пример родителя? Очень важен. До тех пор, пока мы создаем среду искусственно,
и ребенок видит, что мы используем эстонский язык только в общении с ним или играя с ним, а все остальное время происходит в изолированной среде, эффекта это достаточного не дает. Очень-очень важно, чтобы мы сами на своем примере показывали, что эстонский – это часть нашей жизни. Читайте книги и газеты на эстонском языке. Лучше, конечно, в бумажном виде, что у вас происходит в планшете или в электронной книжке, ребенок не видит. Смотрите передачи на эстонских каналах. Посмотрите с детьми постарше вместе эстоноязычные на эстонском языке детские фильмы или подростковые фильмы. Там вы можете выбрать субтитры, например, на том же канале Юпитер. Вы можете выбрать множество интересующих вас фильмов, смотреть на эстонском языке с субтитрами, и вы получаете подкрепление и на слух, и визуально. И это один из самых эффективных способов изучения языка вместе. Радио в машине. Каждое утро вы везете детей куда-то, скорее всего, и у вас играет радио. Поставьте это радио играть на эстонском языке. Пусть ребенок видит, что эстонский язык – это совершенно естественная часть вашей среды, что вы тоже его используете, и что вы тоже не боитесь ошибаться. И тогда у ребенка будет интерес, у ребенка не будет ощущения, что это что-то искусственное, и это поддержит мотивацию изучать язык. Спасибо большое, Ксения. Вы много всего рассказали. А для тех, кто хочет начать прямо сразу, какие-то 3, 4, 5 самых простых шагов? Давайте остановимся на одном. Самое простое. Маленькие шаги. Вы придете сегодня домой, или, может быть, вы уже дома. Составьте список покупок или дел на эстонском языке вместе с ребенком. Исследуйте ему и используйте его в повседневной жизни. Уже этот маленький шаг позволит вам продвинуться к созданию естественной эстоноязычной среды. И помните, вашей задачей не является научить ребенка эстонскому языку. Ваша задача сделать использование этого языка естественным и поддержать мотивацию к изучению языка, а через это все в том числе и учебную мотивацию в целом. Большое вам спасибо и надеюсь, что вы нашли что-то полезное для себя.